В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 75 лет городу-герою. Тхуарчал отмечает юбилей. Учения в горах и на море. Российские инструкторы проводят занятия с сотрудниками МЧС Абхазии. Цветок пустыни в Сухуме. Показ новой коллекции модельера Русудан Кобяковой в столице. 75 лет городу-герою. Тхуарчал отмечает юбилей. В торжественных мероприятиях приняли участие президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Габния, премьер-министр Беслан Барцыц, спикер парламента Валерий Кварчия, члены правительства, депутаты парламента, многочисленные гости. Репортаж Ренаты Шакая. Торжественные мероприятия начались с традиционного возложения цветов и венков к памятнику первого президента Абхазии и мемориалу павшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии. Президент осмотрел экспозицию Музея боевой славы, фотографии погибших героев, их личные вещи, осколки снарядов, ценная реликвия, напоминающая о непростом пути города-героя, жители которого героически сражались и не покорились врагу. Затем в Доме культуры прошло торжественное заседание. Глава Тхуарчальского района Аида Чачхалия поздравила собравшихся с праздником и поблагодарила всех, кто приехал на празднование Дня города из других городов и районов страны. 2017 год – это юбилейный год для нашего города. Он празднует свое 75-летие. Город Тхуарчал прошел непростой исторический путь, на котором все мы с вами жили, трудились, учились. Нам есть чем гордиться, кого славить, помнить и чтить. Люди – главное достояние нашего города. Юбилей – это прекрасный повод, чтобы обратиться к своим истокам, восстановить связь времен, вернуть утерянные ценности. Юбилей города Тхуарчал – это знаменательное событие, символизирующее мужество и стойкость всего народа Абхазии, шедшего к своей независимости долгим и тернистым путем, отметил в своем выступлении президент Рауль Хаджимба. Глава государства особо отметил значительный вклад тхуарчальцев в национально-освободительное движение абхазского народа, последовательную борьбу за восстановление нашей исторической государственности. Блокадный город стал плацдармом обороны и координации действий всех сил на Восточном фронте в период Отечественной войны народа Абхазии. Сотни бойцов Тхуарчальского полка сражались самоотверженно, освобождая нашу родину от грузинских оккупационных войск. Вечная память всем защитникам Родины, покрывшим себя неувядаемой ратной славой. В трудные военные годы тхуарчали нашли приют и поддержку незащищенные жители многих близлежащих сел. В лечебных учреждениях города оказывали медицинскую помощь воинам, получавшим боевые ранения. Город прославленных горняков Тхуарчал всегда отличался своими достижениями в экономике, промышленности, в культуре. Думаю, недалек тот день, когда здесь вновь заработают в полную мощь предприятия, способные возродить прежний высокий потенциал. Начальник госпротокола администрации президента Хибла Возба зачитала указы президента о награждении ряда заслуженных тхуарчельцев государственными наградами, а также сообщила, что глава государства дарит городу 1 миллион рублей на благоустройство. Указ за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения присвоить почетное звание заслуженный учитель Республики Абхазия Пачуле Нателе Ивановне, бывшему директору средней школы номер 2 города Тхуарчал. За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм наградить орденом Ахидзапша 3-й степени Джинджоли Анатолия Ивановича, директора шахтоуправления Тхуарчальская.
За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм наградить Полторакова Виктора Павловича орденом Ахтзепша 3-й степени. За многолетний плодотворный труд, значительный вклад в развитие Тхварчальского района Республики Абхазия наградить Черкезия Леонида Несторовича орденом Ахтзепша 3-й степени. Президент Рауль Хаджимба. Распоряжение. Министерству финансов Республики Абхазия выделить за счет резервного фонда президента Республики Абхазия администрации Тхварчальского района 1 миллион рублей на благоустройство территории в честь празднования 75-летия города Тхварчал. Президент Рауль Хаджимба. Бывший шахтерский город во время войны фактически был центром абхазского национального сопротивления и устоял перед всеми опасностями. И сегодня жители героического города не покидает надежда, что когда-нибудь люди снова вернутся в Тхварчал, и их любимый город зацветет, как прежде. Тхварчальцам есть чем гордиться. Мы живем и работаем в городе с богатой трудовой и боевой историей. Во время грузинской агрессии, находясь более года в полной блокаде, благодаря смекалке, инженерному таланту, высокому мастерству и профессионализму, мужеству, наши умельцы смогли наладить производство электроэнергии собственной генерации, запустить производство, обслуживающие военные и гражданские структуры Тхварчальского военного гарнизона, наладить ремонт боевой техники и вооружения подразделений Восточного фронта, работу военного госпиталя, принять и разместить тысячи и тысячи беженцев. Присвоение высокого звания героя городу-героя – это заслуженная оценка вклада тхварчальцев в нашу общую победу над врагом. В последующий период, в первые послевоенные годы наши врачи, учителя, труженики других профессий показали, говорю это без преувеличения пафосом, бескорыстный, самоотверженный, полной отдачей и пониманием важности выполняемой миссии работу. Ведь в результате развала Союза, кровопролитной войны и изнурительной блокады были разрушены и закрыты все градообразующие промышленные предприятия, и как следствие этого полная разбалансированность хозяйственного механизма и управления. Праздничные мероприятия завершились концертом и салютом в честь 75-летнего юбилея города-героя. Рената Шака, Алексей Гух. Еще до отъезда в Тхварчал президент Республики Рауль Хаджимба и премьер-министр Беслан Барцец представили коллективу Государственного таможенного комитета нового руководителя Атгур Алушба. Таможня – это бюджетообразующая структура, отметил президент, представляя Атгур Алушба. Как подчеркнул Рауль Хаджимба, многие ребята, которые служили в этой структуре, отдали свои жизни за то, чтобы наша страна состоялась. Много вопросов к деятельности структуры. Много вопросов к деятельности постов. Много вопросов к категории людей, которые, находясь под формой, занимаются совершенно другими делами. И поэтому хотелось бы, чтобы вот сегодняшняя ситуация с теми переменами, которые происходят в руководстве, послужили бы началом совершенно других процессов. Я один из тех, кто реально понимает положение дел в таможне. Мы готовы поддерживать эту структуру, создавать условия для того, чтобы структура работала. И работала бы на бюджет нашей с вами страны. Мы должны сегодня создавать условия для того, чтобы наш бюджет наполнялся бы нашими возможностями. А таковых возможностей предостаточно у абхазской стороны. И поэтому я просил бы вас учесть эту ситуацию и начать работу с новым руководством Гостаможенного комитета. Президент заметил, что предыдущий руководитель комитета Даур Кобахи сделал немало для развития и становления таможенной структуры, но настало время перемен. Рауль Хаджимба подчеркнул, что необходимо создавать условия, чтобы наш бюджет существовал на собственные средства. Вопросы кадров – это не закостенелая ситуация. Нужно менять и нужно по-другому подходить ко многим
вопросов. Мы с вами прекрасно понимаем, особенно вы, те, кто непосредственно сталкивается со многими проблемами, которые имеют место при вывозе наших товаров из Абхазии. Вы знаете, что такое толкачи. Вы знаете, какие суммы денег уходят в карман этих людей. Почему мы этого боимся на сегодняшний день? Мы прекрасно помним, когда самые худшие времена после войны Владислав Григорьевич принял решение по поводу создания условий для того, чтобы грузы, и в первую очередь цитрусовые, вывозимые с нашей территории, загружались бы на вокзалах железнодорожных здесь, и вы это все прекрасно помните. Таможенное оформление производилось с помощью пограничников и таможенников Российской Федерации, и это создавало самые реальные возможности для того, чтобы наши грузы не стояли на границе. И сегодня это будет. Это необходимость, это временная мера. Завтра, когда этот вопрос отпадет, работайте, не покладая рук, работайте на бюджет страны. Президент выразил уверенность в плодотворной работе ГТК под руководством нового председателя. Премьер-министр Беслан Барцыц отметил Адгура Лушба как профессионала, под чьим руководством Государственный таможенный комитет должен дать необходимые результаты. Мы очень рассчитываем на то, что новое назначение Адгура Нурбеевича, человека опытного, руководителя, который возглавлял ключевые структуры в нашей республике в непростое послевоенное время, это и Министерство экономики, и Министерство по налогам и сборам, сегодня вместе с вами, с коллективом, даст положительный нужный результат, который мы все вместе с вами ожидаем. Адгур Лушба поблагодарил руководство страны за оказанное доверие. Как отметил новый председатель ГТК, с таможенным комитетом он знаком давно и знает проблемы организации. Адгур Лушба подчеркнул, что надеется на помощь коллектива в решении поставленных задач. О визите делегации Республики Абхазия во главе с министром иностранных дел Дауром Ковы в Сирийскую Арабскую Республику шла речь на состоявшейся в МИД пресс-конференции членов делегации. О том, что поразило абхазов в воюющей Сирии, расскажет Наала Кова. По словам министра иностранных дел Абхазии Даура Ковы, в ходе встреч с представителями Сирийской Арабской Республики речь шла о возможности установления и развития двусторонних отношений во всех областях. Экономического сотрудничества, гуманитарного сотрудничества. В целом, если говорить, можно отметить, что встречи проходили очень на такой позитивной ноте. Сирийская сторона проявляла большой интерес к нашей республике. Уточнялись конкретные вопросы взаимодействия непосредственно на встрече с министром экономики. Также проходили встречи по линии торгово-промышленных палат. Министр экономики Адгур Арзанба отметил, что новейшей истории взаимоотношений Абхазии и Сирийской Арабской Республики практически нет, поэтому на встрече с сирийским коллегой обсуждались конкретные вопросы по наиболее перспективным моделям взаимодействия между нашими странами. Он также отметил, что Сирийская Арабская Республика, несмотря на многолетнюю войну, достаточно развита экономически. Темпы промышленного производства увеличиваются так же, как и производство сельхозпродукции, наращиваются экспортные поставки. То, о чем мы сейчас с ними говорим, это вновь попытка создать новые схемы, используя транспортно-логистическую цепочку, которая есть у нас в Абхазии, учитывая тесное взаимодействие Российской Федерации, в первую очередь с Сирийской Арабской Республикой. Темпы производства сельхозпродукции увеличиваются, экспортные поставки они наращиваются. В этом контексте есть позиции по экспортной продукции, которые могли бы быть интересны на внутреннем рынке Абхазии. Аналогично есть позиции, которые могут быть интересны на рынке Сирийской Республики, произведенные в Абхазии. Несмотря на то, что в Сирии идут боевые действия, страна продолжает развиваться и готова налаживать отношения с другими государствами. Этот факт был подчеркнут членами нашей делегации. Было также отмечено, что сирийская сторона проявляла большой интерес именно к нашей республике на ежегодной ярмарке, в которой Абхазия участвовала впервые. По словам президента Торгово-промышленной палаты Геннадия Гагуля, абхазский павильон произвел настоящий фурор. 43 страны и впервые наше знамя, я думаю, лишнее я говорить не буду, каждый из вас понимает это значение. Во-вторых, хотелось бы обратить внимание, что в результате работы Министерства иностранных дел и всех нас вместе взятых, максимальное внимание было
именно определено нашей делегацией. Если взять другие страны, которые присутствовали на ярмарке, мне кажется, они были более обделены вниманием, чем наша делегация. В абхазском павильоне были представлены материалы, рассказывающие о традициях и культуре абхазского народа, сельскохозяйственной и туристической отраслях, а также об инвестиционном потенциале нашей страны. Абхазская сторона пригласила представителей правительства Сирии в нашу республику. На Алакове, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Учения в горах и на море. Российские инструкторы проводят занятия с сотрудниками поисково-спасательного отряда и водолазами МЧС Абхазии. В горной местности спасатели отрабатывают транспортировочные работы, а на море отрабатываются водолазные упражнения. Вместе с абхазскими спасателями в занятиях принимают участие и юго-осетинские коллеги. Об этом материал, подготовленный пресс-службой спасательного ведомства страны. Самое главное – это собственная безопасность. И если человек в группе спасателей получает травму, он становится обузой для своей группы. Сотрудник Туапсинского поисково-спасательного отряда МЧС России Вячеслав Пушкарский рассказывает абхазским спасателям об одном из главных принципов работы. Он и его российские коллеги прибыли в Абхазию для проведения занятий по горной подготовке с сотрудниками поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии. Обучение проходит в одной из горных местностей Сухумского района. Часть ребят имеет хороший, достаточно богатый опыт. Ну, есть и новички, поэтому как-то вот в рамках подготовки общей мы попробуем поделиться перед этим опытом с теми, кто уже давно занимается горным делом, а тем, кто впервые с этим сталкивается, преподать азы, основы. Теоретическая часть занятий занимает особое место и немало времени. Российские инструкторы обращают внимание спасателей, особенно новичков, на важность соблюдения мер безопасности. В частности, говорили о каске, которая должна быть на сотруднике с момента начала спасательных работ и до их завершения. Инструктор Павел Макаренко отметил, что спасатель без каски к транспортировочным работам в горно-лесистой местности не допускается. Прилетел камень, вас травмировал. Вы вот по такой местности горно-лесистой несете носилки, поскользнулись, нога подвернулась, ударились головой об дерево, вы просто пошатнулись. Каска бы вас спасла, так вы заработали сотрясение, соответственно, проблема команде. По завершению теоретической части занятия перешли к практической. Для этого была подобрана соответствующая по высоте скала. И здесь более опытные горные спасатели делятся своими навыками с новичками. Учат правильно пользоваться альпинистским снаряжением, а также безопасному подъему и спуску. После того, как встегиваешь вот эту штуку, так, ты обязательно должен обстегнуть вот эту и замуфтовать. Теперь сделай это сам. Вместе с абхазскими спасателями в занятиях принимают участие и юго-осетинские коллеги. Известно, что Южная Осетия, как и Абхазия, горная страна, поэтому сотрудникам МЧС приходится очень часто проводить поисково-спасательные операции в труднодоступных местах. У нас тоже горный район, посещаемый туристами. Ну и наши люди тоже ходят в горы и довольно, не скажем, что очень часто, но бывают случаи, когда люди попадают в выходные ситуации, самостоятельно не могут спуститься, получив травмы, вот, приходится им помогать. И чтобы вот эта помощь оказывалась квалифицирована вовремя и надежно, вот, поэтому часто выезжаем на такие сборы, чтобы быть подготовлены к таким случаям. В это же время, параллельно с занятиями в горах, проводятся учения в Сухумской бухте. Российские водолазы делятся опытом с абхазскими и юго-осетинскими коллегами. У нас южный юго-западный ветер, легкий 3 метра в секунду и видимость под водой 2-3 метра. После краткого инструктажа и информации о погодных условиях водолазы проверяют свои снаряжения. Воздушно-дыхательный аппарат заправлен, экипировка на месте, можно погружаться. Под водой на глубине 5 метров отрабатываются водолазные упражнения. В ходе второй части занятий спасатели отработали учебную программу под названием «Аварийный водолаз». Согласно сценарию учения, у водолаза под водой свело ногу. На поверхность воды поднимается буй зеленого цвета. Это означает, что под водой сложилась внештатная ситуация. Мы поднимаем с глубины водолаза, и команда водолазный пост, который находится на берегу, реагирует на буй аварийный
Они уже понимают, что у нас есть проблема, у нас есть аварийный водолаз, готовится спасатель, который будет извлекать водолаза из воды. После того, как аварийный водолаз доставлен на берег, ему оказывается необходимая медицинская помощь. На протяжении всего времени занятий за здоровьем водолазов следит специализированный врач Сергей Несов. Он также делится опытом и знаниями с медперсоналом МЧС Абхазии. По его словам, водолазы – это особая категория спасателей, здоровью которых нужно уделять особое внимание. За водолазами нужно, как за очень ценными сотрудниками, которые находятся в опасных условиях работы, за ними нужно тщательно присматривать. И я делюсь своим опытом врача по водолазной медицине со своими коллегами, как это лучше сделать, какие нормативы необходимо соблюдать, последовательность действий медицинского работника при водолазных спусках, что он должен делать. Занятия российских инструкторов с абхазскими и юго-осетинскими спасателями организованы благодаря содействию МЧС России. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Квициния, подобная помощь со стороны российских коллег оказывается регулярно. Это очень важно для наших специалистов, потому что опытные специалисты, инструктора, они оттачивают умения проведения сложных операций в горах, также и на море. Поэтому и также совместное взаимодействие, выполнение сложных задач, допустим, в случае необходимости с нашими коллегами в Южной Осетии. Глава ведомства также отметил важность подобных мероприятий для повышения профессионализма спасателей. Занятия в горах и на море начались 3 дня назад. В общей сложности они будут проходить в течение 10 дней. Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной впервые выступит в Абхазии в рамках культурного сезона «Россия-Абхазия-2017». В Очимчирском доме культуры уже состоялся их первый концерт, а 26 августа народный ансамбль выступит в Абхазской государственной филармонии. Перед концертом в столице руководители знаменитого коллектива приняли в Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия республики. Русский народный ансамбль «Россия» – один из самых ярких коллективов, пропагандирующих русскую песню и профессиональное искусство игры на русских народных инструментах не только в России, но и во всем мире. Приветствуя художественного руководителя и главного дирижера ансамбля Дмитрия Дмитриенко, Эльвира Арсалия отметила, что День международного признания независимости Абхазии – особая дата в истории страны. И особенно приятно, что в этот день вместе с нашим народом будет такой прославленный коллектив. По традиции последних лет, последних 9 лет, 26 августа, вот именно в День международного признания Абхазии, всегда приезжают прославленные коллективы. И несколько лет назад выступал государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Лундстрома, с большим успехом прошел. В прошлом году был уже полюбившийся нашему зрителю кубанский казачий хор. Да. И в этом году мы сразу в 2 городах, мы очень благодарны и дирекции федеральных программ музыкальных, фестивальных, что есть такая возможность сразу в 2 городах провести эти мероприятия. Художественный руководитель коллектива поблагодарил министра за прием и отметил, что День международного признания независимости Абхазии – это важное и знаменательное событие не только для народа Абхазии, но и для общей истории народов 2 государств – России и Абхазии. Мы очень рады, что в этом году наш приезд сюда состоялся, то, что мы сюда приехали в такие важные и знаменательные события вообще для нашей, наверное, общей истории наших народов, наших государств. Мы, конечно, подготовили особенную программу и включили в нее и русские песни, и приехали с нами сегодня, конечно, и песни, конечно же, из репертуара Людмилы Георгиевны Зыкиной. С нами приехали замечательные солисты, с нами приехали сегодня, наверное, ведущие молодые исполнители в жанре русской песни, в жанре авторской песни. Это замечательная певица Ирина Крутова, лауреат
международных конкурсов. Ольга Черкова, обладатель гран-при всероссийского конкурса «Голоса России». С нами приехал наш большой друг, солист краснознаменного ансамбля песни и пляски имени Александрова Борис Дьяков. Уже в сентябре в рамках культурного сезона «Россия-Абхазия-2017» в Москве состоятся гастроли Абхазской государственной хоровой капеллы. Наш коллектив выступит в филармонии города Тверь и в Доме музыки в Москве. Помимо концерта ансамбля «Россия» 26 августа, в День международного признания независимости Абхазии, в 10 часов утра состоится возложение цветов в Ишере и в Джигярде. Память первого и второго президентов Абхазии почтут президент Рауль Хаджимба и другие руководители республики, ветераны войны, общественность страны. Жители Абхазии ждут 4 выходных дня подряд. В понедельник, 28 августа, праздничный выходной день, когда православные Абхазии отмечают День Успения Богородицы – Нанха. А во вторник – выходной, так как, согласно календарю праздничных дат, праздничный выходной день международного признания независимости совпал с выходным днем субботы, поэтому он переносится на вторник. Перед началом учебного года во всех поликлиниках страны дети проходят полное медицинское обследование. Как отмечают специалисты, немало детей, как правило, в возрасте от 3 до 5 лет с задержкой и нарушением речевого развития. И самое главное, что с сожалением отмечают врачи, количество таких детей с каждым годом растет. Алика Трапш продолжит тему. Как говорят специалисты, нарушения речевого развития могут быть спровоцированы воздействием на организм внешнего или внутреннего неблагоприятного фактора или их взаимодействия. В нашей зашумленной среде, вот на сегодняшний день, это в техническом прогрессе, да, это, конечно, и компьютеры, неотъемлемая часть нашей жизни в быту, и мобильные телефоны, и, значит, компьютерные игры и тому подобное. Везде нас окружает такая зашумленная среда. И вот это вот немного затормаживает процесс развития, психогенного фактора развития ребенка. Нарушения речевого развития достаточно многообразны. У детей дошкольного возраста чаще встречается дислалия – расстройство устной речи, выражающееся в нарушении произношения звука в речи. Ребенок либо не может произносить звук, либо заменяет один звук на другой. Впоследствии нескорректированная дислалия сопровождается нарушениями письменной речи. Чтобы устранить подобное нарушение речи, детям делают логомассаж. Сначала логопед делает общий массаж лица, а затем массирует ротовую полость. После специальными массажными зонтами разминает язык. Такие процедуры, несомненно, помогают устранить дефекты речи. У моего ребенка дислалия, мы уже прошли 10 курсов, и нам очень нравится ходить к логопеду. Я уже вижу то, что у ребенка улучшилась речь, и я считаю, то, что нужно ходить любой маме нужно ходить к логопеду, не просто так, чтобы из-за речи, а для профилактики. По словам специалистов, количество детей с нарушением речевого развития с каждым годом растет. Чтобы предотвратить развитие дефекта речи у детей, родители должны помогать ребенку уже с полуторагодовалого возраста правильно осваивать язык. И при неправильном произношении тех или иных звуков следует не ругать, а спокойно объяснять. Когда они приводят к нам к специалистам, конечно, мы даем какие-то рекомендации, советуем, даем какое-то определенное лечение, медикаментозное лечение и какие-то профилактические меры принимаем, проводим диагностику, да, реабилитацию, это все хорошо. Но опять-таки ребенок в основном остается с родителем больше, и он развивается именно в среде домашнего уюта. Да? И чем больше мать или отец вовлекает в себе внимание ребенка, вот это просто ласка, это просто такое вот внимание, оказанное ребенку, оно всегда приводит к положительному результату. Для полноценного развития ребенка очень важны различные развивающие занятия и игры, но и не стоит забывать о том, что каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Ведь ребенок – это уже личность. Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Цветок пустыни в Абхазии. В Сухуме состоялся показ известного дизайнера Русико Кобяковой, которая представила публике свою новую коллекцию. На мероприятии побывали и наши корреспонденты. Репортаж Тамары Ачба.
Модельер Русудан Кобякова – известный абхазский дизайнер. Она специализируется не только на современной мусульманской женской одежде, но и создает коллекции европейского, а также национального абхазского костюма. В ее работах много ручного труда с использованием только натуральных тканей и качественной брендовой фурнитуры. Идея создания представленных коллекций пришла дизайнеру во время путешествия по пустыне Сахара. Русудан решила воплотить идеи в жизнь, на что ушло ровно 6 месяцев. Также в рамках показа было организовано первое флористическое шоу в Абхазии от дизайнера Мадины Даутия. Мадина – флорист высокого, в моде называется вот кутюр, да, высокой моды, вот также и во флористике, потому что она создает цветочные композиции, как необычные, то есть это не стандартные какие-то букеты, и это будет очень интересно. В мире таких шоу происходит очень много. Новая коллекция «Цветок пустыни» от бренда «Русико» – это удивительное по своей красоте путешествие по особому пространству пустыни, усыпанной эониумами. Коллекция представляет собой игру контрастов и насыщенность контуров. В рамках мероприятия был создан благотворительный аукцион в поддержку тяжелобольных детей, подопечных фонда «Ашану». Будет лот от сына покойного Фазиля Искандера. Там трость, очень последняя его трость, на которую он опирался. Мы надеемся, что она уйдет среди почитателей его таланта за хорошую сумму. И эти деньги, они помогут одному из наших подопечных. Кроме этого, еще картина Саида Возба. Он всегда нам предоставляет свои картины. В этом году еще интересный лот «Карта 19 века», которую нам предоставил Ибрагим Чкадуа. Мы надеемся сегодня выручить хорошую сумму денег, которая пойдет на Аслану Джинджоли. Как вы знаете, мы не можем на нее собрать денег, там 2,5 миллиона рублей. И все, что будет выручено сегодня, все эти средства пойдут на лечение ее. Генеральным информационным спонсором показа является компания «Аквафон». Сотрудничество «Аквафон» с Русудан Кобяковой имеет давнюю традицию. Ранее было реализовано несколько совместных проектов, таких как фотопроект и несколько дефиле, одно из которых проходило в прошлом году. Сотрудничество компании «Аквафон» и Русудан Кобяковой началось давно. Это уже 3-й совместный проект. Сегодня он имеет форму необычную. Здесь также будет демонстрироваться замечательное, великолепное флористическое шоу. Нам очень нравится, что те проекты, которые предлагает нам Русудан, несут всегда в себе некую изюминку. Вот сегодня это такая форма. В прошлом году мы были собраны гости мероприятия на станции ГУМа. Сегодня это здесь, в центре города. То есть каждый раз новая форма, каждый раз поиск и нахождение вот именно того нового звучания, которое собирает так много гостей на мероприятии. Изящество, красота, лето, настроение прекрасное, погода благоволит. Все замечательно. В завершении вечера талантливая джазовая певица Тамара Воронова исполнила несколько популярных композиций. Тамара Ачба, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается преимущественно ясная, теплая погода. Температура воздуха ночью плюс 23-25, днем плюс 30-32 градуса. Температура морской воды плюс 27 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.